В начале заседания депутаты в первом чтении признали утратившим силу закон о курортном сборе, в рамках которого с туристов, въезжающих в Абхазию на 3 дня и более, взимали 30 рублей. В 2021 году сумма сбора составила более 5 миллионов рублей. По словам представителя президента в парламенте Натальи Ломи, данный сбор негативно отражается на имидже страны. При этом курортный сбор очень тяжел в плане администрирования, и поэтому предлагается отменить курортный сбор как отдельный вид сбора, который взимается. Парламентарии ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Абхазии и России о предоставлении нашей республике государственного экспортного кредита от 2010 года. Срок погашения кредита, полученного Абхазией, продлен до 2034 года. Сумма основного долга на данный момент составляет 1,2 миллиарда рублей. Законопроект принят в третьем окончательном чтении. Затем народные избранники проголосовали за внесение изменений в Конституционный закон о выборах в парламент Абхазии. Поправка касается трудового стажа парламентариев. В случае ее принятия депутатом может стать человек, имеющий стаж не менее 5 лет и высшее образование. Я считаю, что кандидат в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия должен иметь высшее образование, и эта поправка связана именно с этим. Но если говорить конкретно о поправке, она звучит следующим образом. Часть 2 статьи 2 после слов 25-летнего возраста дополнить словами «имеющий высшее образование». Соответственно, это требование к кандидатам. Это поправки к Конституционному закону о выборах депутатов. Депутаты также внесли изменения в законы о порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в страну и о правовом положении граждан в Республике Абхазия. Таким образом, парламент принял решение об отсрочке до 31 декабря 2023 года введения миграционной карты. Предложение связано с тем, что у нас пункты пропуска госграницы на сегодняшний день не оснащены соответствующим техническим оборудованием. Также отсутствует соответствующая нормативно-правовая база и отсутствуют специалисты, которые могли бы это выдавать и регулировать. В связи с чем предлагаем приостановить действие норм до 31 декабря 2023 года. В первом чтении принят закон о публичных закупках. Проект закона направлен на комплексное совершенствование законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок. Документ представил депутат Резо Зантария. Принятие проекта закона Республики Абхазия о публичных закупках не потребует дополнительных затрат из средств государственного бюджета. Затраты, связанные с осуществлением организации мероприятий, предлагаются произвести за счет средств, выделяемых органам исполнительной власти, заказчикам из республиканского и местного бюджета на текущее материально-техническое обеспечение и их деятельности без изменения лимитов бюджета ассигнования в рамках текущего финансирования. Далее депутаты в первом чтении внесли изменения в закон об электроэнергетике. Проект предусматривает возможность обязательного согласования и утверждения парламентом договоров, в соответствии с которыми единый оператор передающих и распределительных сетей вступает в правоотношения с иными хозяйствующими субъектами энергетической отрасли. В соответствии с новой редакцией у Народного собрания появится возможность анализировать, согласовывать и утверждать договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе государства. Речь идет в данном законопроекте о всех линиях электропередач, согласовывать его с нами. У нас огромное количество линий электропередач, достаточно много. Дмитрий Александрович, их у нас очень много. И их надо для того, чтобы сегодня мы хотим ограничить передачу только лишь в аренду и ограничить права хозяйствующего субъекта, мы его связываем руки принимать экономически целесообразные быстрые меры, которые необходимы сегодня отрасли. Когда кто-то что-то разрушает, никто там не приходит за разрешением, не спрашивает. А когда что-то кто-то делает, мы хотим, чтобы к нам приходили, разрешения спрашивали. Это действие будет направлено на экономическую целесообразность иметь, а не наоборот к разрушению. Я бы хотел это для депутатов довести, что именно эта дисциплина передачи в аренду, есть правила передачи в аренду. Если мы хотим сегодня усилить, и мы считаем, что там есть какой-то законодательный проект, давайте мы лучше разработаем правила, примем их, передачу в аренду, и передадим отрасли, чтобы они жили по этим правилам. А согласовывать его к нам, линии 0,4, которые сегодня 220 лампочку горят, и все остальное законодательно, здесь будет происходить в оригинале следующим образом.
Часть, когда надо, согласовывать, когда надо, просто запрещать будут. Кому-то, какую-то экономическую целесообразность, еще раз повторяюсь. И я считаю, что данный законопроект в таком виде, в котором есть, он достаточно, вот все ваши заботы, все ваши переживания, что государственная собственность будет разбазарена и так далее, в законе написано, что не подлежит приватизации. Линии электропередач, высоковольтные, распределительные, генерация свыше 5 киловольт. Даже есть такой термин, так называемый, написано, линии электропередач, и вновь построенные тоже, которые будут строиться, тоже принадлежат государству. Глубоко убежден, что все объекты, энергообеспечивающие страну, должны принадлежать государству. Это я подчеркиваю, потому что мы видим сегодня в мире какой кризис не только в Абхазии. В Великобритании кризис с электроэнергией, они там даже вводят верные отключения. В других европейских странах мы наблюдаем кризис электроэнергии. Мы в этом кризисе живем достаточно долгое время. Сегодня передавать в аренду весь расчет, вот подтекст чувствуется и в дорожной карте, и в плане социально-экономического развития, все отдать инвесторам. Везде это черным по белому это проскальзывает. Я категорически против этого. Посмотрите, значит, инвестпрограмму на ближайшие 3 года. Из 4 миллиардов 50 миллионов всего 450 миллионов предусмотрены на энергетику. Вы мне скажите один объект, который важнее энергетики в этой программе. Нет ни одного объекта. В плане социально-экономического развития Абхазии предусмотрено, значит, 10 миллиардов 800 миллионов на строительство домов отдыха, там, объектов промышленности и сельского хозяйства. Я вас хочу спросить, а где энергия? Надо с энергетики начинать. Вы построите эти объекты для россиян, которые потом отсудят у нас эти объекты. Без энергетики они могут существовать. Я предлагаю сегодня же пересмотреть вот эту инвестпрограмму и все деньги направить на энергетику. Далее депутаты утвердили отчет Национального банка Республики Абхазия за 2021 год. В 2021 году трансграничный оборот денежных средств, осуществляемый через банковскую систему, составил 97,6 миллиардов рублей. На 35 миллиардов или на 57% больше, чем в 2020 году. При этом приток денежных средств в Абхазию в прошлом году составил 51,5 миллиардов рублей. Отток денег из Абхазии составил 46,1 миллиарда рублей. То есть по итогам года денежных средств поступило на 5,4 миллиарда рублей больше, чем, значит, ушло из Абхазии. Затем парламент освободил от НДС ввоз швейных машин. Фабрики обратились, видимо, в свое время в 2019 году. Кабинет министров тогда принял постановление и прислал на утверждение в парламент. Есть швейное производство, планируется открытие швейных фабрик в городе Сухум, в других районах Абхазии, для того, чтобы шить какие-то вещи и для внутреннего рынка, и для сбыта за территорию Республики Абхазия. Депутатов Ахру Пачули, Эрика Арштуни и Астамура Герхелия ввели в состав сертификационной комиссии при Министерстве юстиции Абхазии. Также в парламенте создана комиссия по рассмотрению ситуации, связанной с повышением цен на билеты в Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонскую пещеру. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.